Утро 24 ноября, 7 часов 10 минут. Я уже постельное все убрал. Давайте выйдем на улицу. Что-то собака там кого-то облаивает. Так, на улице, ребят, сегодня 22 градуса. Морозное утро. Только начало рассветать. На вершинке деревьев, вон там солнце попадает на улице, очень холодно. Сова. Кого, думаю, облаивает? Вон он. Сейчас идет, вон. Этот тулан его облаивал, оказывается. Вон тоже. Я внимания не обращал. Вон на березу сел. О, все взлетел. Это сова, ребят. Они зимуют у нас. Вон там вода поднялась. Из-за того, что грохоты такие ночью были. Лед ломается, вон там трещина пошла. Ну сейчас, конечно, вам, думаю, даже и не видно. Но от этой трещины вода поднимается. Так. Ну вот, ребят. Я уж собрался. Схожу еще так и хоть пару часов поброжу с оружием в руках. О, смотрите, здесь жар выходит. Видите как? Это после ремонта. Но хватит. После ремонта что-то шевелили мы. Ну все, успокойте. Так, 22 до сих пор еще. Ну, оделся тепло. Потому что не хочу простыть. Вот так я сейчас одет. В куртке. Штаны тоже теплые одел. Хотя сменный костюм я тоже брал. Демисезонный. И, ну, как сказать, отдельно куртку еще войлочную. Сукно. Но я решил горку 3 одеть. Потому что на улице, честное слово, 22, на ощущение все 30. Не спеша буду идти. Сходим также вверх по дороге. И ну, вчера, где видели вот этих косачей, до туда, а можно по реке даже идти. По реке можно идти. Сейчас где-то поворот 2, наверное, я по дороге поднимусь. Потом уже буду напрямик где-то еще. Ну, по ходу. Может, до тех рябчиков я еще схожу. Где очень много рябчиков вчера видели. Вот знаете, вот охотник, вот меня тянет вот туда. Бывает, туда пойдешь, а через полчаса где-то вот сюда могут выскочить косачи, сесть и кормиться. Даже там хорошая кормовая база. Ну ладно, давайте сходим сперва туда, на луг. Оттуда горизонт посмотрю. Там у Ильи избушка. В том месте все время тоже выходит косачи. Иду вот по целине. Тут никто не ходил. Слышите, какой скрип под ногами. И опять. Вон дом. Изба у Ильи. По реке смело, наверное, уже можно ходить. В тех местах очень раньше очень много тоже птиц сидело, но красиво. Если сейчас чуть позже солнце выйдет, смотрите, сколько инея уже на деревьях. Красота. Я еще взял вторую Panasonic, но зумом, который камеру. Если увидим, хоть поснимать для вас издалека птиц. Самое главное найти их. Они тоже, может, где-то вот за 100, 200, 300 метров сидят где-то и за деревьями, просто ты их не увидишь. Бывает, их не видно, но их слышно, как они
Они, когда большая стая, от них очень большой шум, кормежки. Ломают вот такие почки там, веточки. Шуршат очень, очень сильно. А тут их нету. Ладно, схожу все-таки выше. Потому что в тех местах очень все заросло. Там тропинок нету. И что были луга, там все заросло вот так же вот. Кустарники. Вообще невозможно ходить. Вот по таким кустарникам не пройдешь. И здесь уже, смотрите, через несколько лет что будет. Вот запомните, вот видите, где-то уже метр подсада, вот елки, сосна, береза. Зарастает капитально. Встретился с УАЗиком, уехали, спустились. Короче, не успел я включить камеру. Это неожиданно все произошло. Тулан облаял, блин. Так. Очередной раз сюда вышел. И сегодня никого тут нету. Странно, очень странно, конечно. Никакой. Над солдатской тюрьмой. Ох, ебаничам. Короче, я пока там фотографировался, отсюда хоть куда-то нам, я услышал, как они взлетели, видел двух косачей вон, по пути. Полетели вон туда. 2 штуки их было. Но очень громко. Пипец. Слышите, какой хруст. На реке хуже, чем по земле идти. Имею в виду громче. Почему-то это 2 штуки. Как будто вот отсюда взлетели. Еще, ребят, один вон там между деревьев видел. Только-только начали выходить птицы. Это около 8 часов уже. Надо мне перейти речку. Они на другом берегу будут. Я так думаю. Опасно, ни разу еще тут не переходил. Вот черный тут, пипец. Случайно увидел, ребят. Случайно увидел, сейчас покажу. Даже примерно под выстрел. Где-то 110-120 метров от силы. Вон он, видите? Вон. Это косач. Сейчас я буду подходить. Ну, под выстрелы бахнем. У меня камера выключена, она не была. Короче, 2 штуки тут были птицы.
улетели. Перешел речку, они на правом берегу сейчас. И, наверное, блядь, камера это самое автоматически выключается как-то. Вроде запись включаю. Вон сколько уже провис. Там еще открыто, пришлось вот тут перейти. На этом берегу их нету. 2 раза махнули крылом и уже, блядь, пару километров улетели. На земле также очень громко. Тут тоже идти вам, видите. Все уже заросло. Хотя тут поля тоже были. Может, на другой берег уже прилетели. На речку придется спуститься. Может, спущусь. С реки дальше видно. Погода. Скажу вам, лучше дома сидеть. Не за птицами бегать. 10 километров меня слишком, наверное. Нет, а вон они. Вон. Опять на этот берег. Сели. Сейчас я их увидел. Примерно ориентировочно я увидел их. Там ручей выходит. До той березы хотя бы по реке идти. Потому что там нереально. Так, спокойно буду идти. Видите, как издалека они выходят. Улетают. Ну, надеюсь, кадр попало. Улетели. Тулан облаял их. Одного видел, улетел. Все, ищи, свищи потом их. Лед ломается под ногами, страшно аж. Я в такую погоду спонтанно, если не получится, скажем, просто или ты наткнешься на птиц, или же случайно они подлетят и сядут в ближние деревья где-нибудь. А так что подходить нереально, ребят, сегодня. Для такой охоты нужна погода. Чтоб косача добыть, надо, чтобы было до 10 градусов на улице. Снег, чтобы был. Вот, снегопад. Вот тогда, да. В масхалате без собаки. Везде риск у охотника, блять, думаешь уже зима, лед толстый. Хрен пойми, что там. Вроде даже открыто там. Вон косач летит один. В ту сторону. Ну, там пройдусь. И по дороге обратно будем идти. Птица еще сидит там, ребят. Примерно 150 метров. Не подходить нереально больше. Поснимаю. Отсюда что ли выставили? О, бля, тут еще одна. А тут еще 2 штуки было.
Вон они. Вот. Взлетают. Все, улетели все. Вроде еще тут есть. Вон их сколько еще. Да их много тут. Смотрите. Хоть бы один сел куда-то под выстрел. Почесали. Они вглубь леса тут сидели, оказывается. И все улетели далеко. Но их много. Штук 30. Штук 30 минимум. Блять, там ручей. Да, очень далеко улетели. Тулан пугает всех. Блин. Перейти снова, что ли? Что-то совсем стрёмно. Тут глубоко. Здесь очень глубоко. Черный лед. Черный лед. Нравится мне этот черный лед, конечно. Зимняя охота на косачей — это утренняя кормежка. И когда еще снега нету, еще вечерняя кормежка. Когда снег глубокий, один раз только выходит птица, и все. Охотнику дается примерно 2 часа для охоты. Успел, нет, так нет. За эти 2 часа птица успевает набирать корм в зоб, так скажем, эти почки березовые. И после того, как он набирает, он становится как бы все, и его больше он улетает в тайгу или же в снег, прячется. Что-то тулан куда-то рванул. Погорячик там. Прям как пуля пошел туда. Ну и охота, конечно же. Но я, в принципе, понял, где есть птица. Я сейчас прошел по реке. Если по дороге прошел, вот эту стаю я бы не увидел. Может, даже и еще эта стая улетит куда-то, переход сделает, но стая нормально. В прошлом году по первому снегу тоже такое количество птиц было. Потом они куда-то перешли, и все, всю зиму их не было. Вот так. Я на другом берегу реки. Дорога с левой стороны. Короче, я одного увидел. Вон он сидит. Разведка. Чисто разведчик. Не кормится ничего один. Стая в стороне где-то. Мне надо обратно перейти речку. Что-то там я начинал переходить. Вообще лед черный, блин. Но надо как-то перейти. Ну что, попробуем. Фу, блядь.
Вот так, на своем берегу сейчас. Здесь тоже вода поднимается. Лед, вон как трещины идут. Оттуда одиночка уже улетел. Даже не видел, в какую сторону он улетел. А, там в стороне чуть-чуть, вон они сидят. Куча. Блядь, там поле и далеко. Да. Сейчас на Panasonic хоть эту стайку поснимать. Тулан уже туда побежал, ребят. Буран спускается. Вон они, косачи. Но это не все. Основная стая слева еще. Приблизиться тоже. Вон все, уже улетели. Видите? Бесполезно подходить. На сосну сели все. Птиц много вот на эту сосну сели. Вон они. Видите? Черные, серые, всяко разные. Вот эта самочка, наверное. Черная. Там буран, слышу, остановился. Она тоже сейчас выстрел будет. Вот так. Ладно, потихоньку буду подходить. Что получится, получится. Нет, так нет. Улетели, блин. Все, это от собак улетели сейчас. Собака мешает, конечно, капитально. Почти под выстрел подошел сейчас. Там должны быть еще. Там сидят. Тоже далеко. И оттуда улетели уже. Это от собаки, наверное. Ничего не получилось. Пустоту гоняю. Но этот под выстрел, вот если отсюда войти берез выстрелить было. Такой маленький шансик был. Собака тут. А почему оттуда, с другого берега они улетели? За речкой еще сидят пару штук. Опять уже перелетели на 400 метров. На полкилометра. Вот надо поворот идти. Вон там все в ряды сидят. Там ее изба уже. Вон она стоит. Вон там. Целый поворот, вся в косачах. Красиво. Красоту посмотрели, ребят. Вон за речкой еще тоже сидят. Вон они. И там за речкой. И там на этом берегу еще сейчас. Где-то они были. Неужели взлетели? Нет. Там они. Вон в ряд сидят. Отсюда если взять 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так. 19 штук на этом берегу. Это так, на скидку. На другом берегу. 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24. Но я и говорил, около 30 штук. Примерно так и есть. Вообще обалдеть, как красиво сейчас. Солнце вышло и... Ой-ой-ой. Мне до красоты, мне надо снимать красоту природы. Ладно, сейчас по тех елок пойду. И шмальну, что ли, издалека им. Было не было. Солнце вышло, смотрите, ребят. Буран где-то орет. По реке он летит. Короче, собака сегодня гоняет их. Потом еще сидит один. Далеко. Надо стрелять. Непонятно, куда пуля вошла. Наверное, выше. Сейчас ниже пошла. Слышал. Лох, тула. Побежал он. Сейчас ниже пуля пошла. Улетели. Не попало. Ну далеко. Ну как далеко? Упора нету так. Такой стрелок, видать. Разучился я, наверное, стрелять. Что-то выстрелил и не попал. Короче, ребят, я их потерял. Не знаю, куда улетели. Хрен пойми. Да и здесь все уже заросло, луга. Вроде в этом направлении куда-то летели, я видел. Ну и пора, наверное, развернуться. Где-то озеро должно быть. По озеру пойду. Но тут изба, да. Вроде возле избы. Это озеро. Да, тут она. Мимо дороги пойдет. Там тоже не видать. Короче, потерял. Да, далеко улетели. Все, короче, потерял их. А, тут даже рыбачили. Ты смотри.
Интересно. Кто-то тут рыбачил. Фу. Давно уже. Потому что все замерзло. Получается, тут рыба есть. Или жерлицы ставили. В этом озере я ни разу не рыбачил, поэтому так говорю. Все, короче, улетели, хрен пойми куда. Потерял их. Ну и ладно, на этом будем заканчивать. Самое главное, процесс был охоты. Как и с утра сегодня у меня как бы было желание увидеть этих лошадей, выстрелить в них. Был выстрел, и я очередной раз не попал. Ну, значит, так надо, что еще скажешь тут. Что-то в этом походе одни промахи у меня. Да в этом сезоне у меня там весь сезон такой осенний был. Начиная с рябчика, с большой охоты осенью. И сейчас вот. Я надеялся на этот патрон элей, но ничего хорошего он мне не дал. Ничего. Обычно так же. Стреляешь, что, скажем, с матча стрелял. Но матч тоже разочаровал меня немножко, но я уже не знаю, что и думать. Патроны разные какие-то. Озеро-то большое тут. Тут рыбачили. Тут, наверное, плотва, возможно, тоже есть.